Там вчера, 12 ноября, умер активист белорусских протестов, который был избит представителями силовых органов в штатском, так называемыми тихарями. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Романа Бондаренко, который умер от побоев силовиков, героем Беларуси. Об этом она сказала в своем обращении, которое было обнародовано в ее телеграм-канале. Тихановская обратилась к матери Романа Бондаренко и выразила ей свои глубокие соболезнования. Но для каждого из нас он навсегда будет героем этой страны. Я не знала Романа лично, но я знаю, что его убийство — это уголовное преступление, по которому будет проведено расследование, а все виновные понесут ответственность. Европейский Союз выразил возмущение из-за смерти белоруса Романа Бондаренко, который умер в четверг. Соответствующее заявление в пятницу обнародовал представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петр Стана. Вот что он сказал. Європейський Союз висловлює свої найглибші співчуття родині та друзям пана Бондаренка. ЄС солідарний з усіма білорусами, які постраждали і продовжують страждати від рук білоруської влади після фальсифікованих президентських виборів 9 серпня. Евросоюз также готов ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко в связи с гибелью в результате избиения Романа Бондаренко. С нами сейчас на прямой связи Змитсар Мицкевич, журналист телеканала Белсат. Змитсар, витаю вас, здравствуйте. Алло. Угу. Прервался, к сожалению, у нас звонок с Змитсаром Мицкевичем. Попробуем еще раз с ним связаться. Тем временем хочу отметить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из вузов Беларуси отчислили 300 студентов, которые участвовали в протестах против его режима. Диктатор в интервью сказал следующее, цитирую: «Мы выкинули этих 300 человек. И я не скажу, что они отмороженные и плохие, и успевают нормально, некоторые вообще очень способные. Потеряем же их, кому они нужны? Ну, поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают. Но они там не нужны», сказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, он получил вал писем от родителей с просьбами, чтобы их детей вернули в вузы, а Лукашенко призвал разработать механизмы для возвращения отчисленных студентов под гарантии. Змитсар Мицкевич к нам подключается, журналист телеканала Белсат. Змитсар, витаю вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот, Змитсар, в прошлые выходные в Беларуси были очень жесткие и массовые задержания активистов, и эти задержания, кстати, совпали с внедрением против Александра Лукашенко санкций от Европейского Союза. Мы видим, вот как сейчас самопровозглашенный президент прибегает к более жестким мерам и уже от запугиваний и задержаний вот переходит к новой тактике, когда силовики переодеваются в гражданскую, вылавливают людей, избивают до смерти, как это произошло с Романом Бондаренко. Вот это какой-то поворотный момент в противостоянии Александра Лукашенко улице? Или как вы себе это объясняете? Смотрите, я бы сказал, что это прям какое-то изменение в тактике, потому что, в принципе, такая тактика была всегда. То есть власти действовали подобным образом. Лукашенко сам лично сказал, что в это время нет до закона. Это его слова. То есть, в принципе, в Беларуси произошел правовой дефолт. Так называемые правоохранительные органы фактически в открытую действуют бандитскими методами. Это на самом деле сейчас даже уже ставится вопрос о том, чтобы на уровне ООН признать ОМОН, ГУБОПИК, СОБР террористическими организациями, потому что пока все признаки налицо. То есть вот у нас даже входит такая, черный юмор такой, да, знаете, чем режим Лукашенко отличается от исламского государства? Тем, что исламское государство берет на себя ответственность за террористические акты в отношении мирного населения. А белорусский режим не берет на себя ответственность за террористические акты в отношении мирного населения.
То есть фактически вот происходят вот такие вещи. Я бы не сказал, что это связано с какой-то реакцией Лукашенко на события в Европе. То есть его, в принципе, реакция Запада не волнует особенно. Он на данный момент не занимается вообще какими-либо геополитическими расчетами, действует исключительно по ситуации, смотрит, что происходит вот на данный момент на карте и разрабатывает свой какой-то одному ему ведомый план на самое ближайшее время. То есть это не какой-либо расчет. Но эта тактика, вот этот без жестокости, он опять же показывает на то, что власть хочет очень быстро закончить с протестами. Однако вот смерть Романа Бондаренко, она, возможно, даст еще один импульс протестам, потому что мы уже видели, что вчера собираются люди, сегодня собираются люди в Беларуси траур, завтра однозначно что-то будет происходить. В воскресенье мы снова увидим, я думаю, большое количество людей на марше. Опять же, будет индикатором того, как будут вести себя незаконное вооруженное формирование в лице ОМОНа и всех остальных. Вот это будет показателем того, насколько жестко готова действовать власть именно по пресечению протестной деятельности прямо сейчас. А вот относительно силовиков хотела спросить, есть ли какие-то предпосылки того, что силовики однажды встанут и скажут, что все, мы больше не готовы на это идти, мы не пойдем против народа, против своих соотечественников? Смотрите, на данный момент силовиков-то вообще-то много, да, то есть и они разные. Но нельзя сказать, что какая-то вот одна из них часть может так сделать, потому что для того, чтобы отдать подобный приказ, это может быть только в результате сговора, то есть произойти определенной, скажем так, группы силовиков, потому что, в принципе, функции дублируются, и такие приказы о каком-либо таком поведении войск, они не могут быть приняты каким-либо одним человеком. И здесь следует, опять же, разделять такой момент, что есть ударный кулак режима, который, в принципе, занимается всей репрессивной деятельностью. Это около 5000 человек. Это ОМОН, это СОБР, это части внутренних войск. То есть вот эти люди, они не пойдут никуда в сторону, они не перейдут на сторону народа, потому что они прекрасно понимают, что они уже сделали. То есть и, в принципе, вот они, когда Лукашенко там говорили, когда он с ними встречался, вот они сказали, мы с вами до конца и так далее, они вот таким образом понимают развитие событий. Еще здесь следует отметить другой момент. То, что бывший министр внутренних дел Караев, когда вот в своей последней речи на министерской должности, он заявил, что вот там была такая скандальная речь на самом деле. Он сказал, что милиционеры в регионах, в провинции должны понимать, что от их действий зависит будущее их семей, детей, поэтому они не должны бояться применить оружие и так далее против протестующих. То есть это фактически говорит о том, что в Министерстве внутренних дел есть большие проблемы с исполнением преступных приказов, которые приходят из центра. Потому что это в Минске можно кошмарить людей и, в принципе, понимать, что как бы, в 2-миллионном городе найти себя довольно сложно. Особенно, если вот эти люди в балаклавах действуют и так далее. А в условных Ганцевичах, в которых живет 10 тысяч человек, этих милиционеров все прекрасно знают. Знают, где они живут, где учатся их дети. И, условно говоря, в этих Ганцевичах, например, есть один хирург. Если ты ему, вот он один на весь город. Если ты что-то сделаешь плохое ему, там, или его родне, то потом, понятное дело, как он будет лечить твою маму, условно говоря. И поэтому там вот эти отношения не разрушаются. И поэтому там милиция действует совершенно по-другому. Скажите, вот это уже процессы. Не деморализирует ли вот это вот население активистов белорусских протестов, даже последние трагедия, инцидент с Романом Бондаренко, или наоборот это мотивирует людей на еще более масштабные какие-то протестные акции? Мне кажется, это людей более мотивирует, потому что мы уже видели, сколько акций солидарности прошло по всей стране. Сегодня была всебелорусская минута молчания, когда на самом деле много чего остановилось, и люди почтили память убитого человека, убитого невинно. И мне кажется, что не будет здесь какого-то отступления, потому что это вот еще один знак, что будет с Беларусью, что будет с людьми, если отступить, если сдаться.